С начала 2025 года намечается увеличение размера нескольких пособий. Следующий год принесет увеличение прожиточного минимума, которое определяет суммы некоторых пособий. С 1 января будут увеличены единое пособие, выплата из материнского капитала и выплата на первого ребенка до 3 лет. Размеры выплат будут различаться в зависимости от региона, так как они устанавливаются индивидуально для каждого. Важно отметить, что первые увеличенные выплаты будут получены только в феврале за январь. В конце декабря они будут в том же размере, что и в течение всего 2024 года. Со следующего года экспериментально будет вводиться в республике новая автоматизированная и упрощенная система налогообложения, которая сделает легким и простым взаимодействие с налоговыми службами. Законопроект «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» уже рассмотрен в нашем парламенте и подписан главой региона. Он в первую очередь направлен на улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности и упрощения налоговой отчетности для предпринимателей. Что особенно важно, специальный налоговый режим будет способствовать легализации трудовых отношений и заработной платы, а также формированию на нее пенсионных и налоговых отчислений. В Минсельхозе Ингушетии прошло совещание с руководителями государственных унитарных предприятий. На последнем совещании в региональном Минсельхозе обсудили результаты сева озимых зерновых, подготовку помещений для зимовки скота и другие важные вопросы. Директора ГУПов представили отчет о текущем состоянии хозяйств. Осенняя посевная прошла планово и вовремя. Под урожай 2025 года засеяно озимыми зерновыми 26,5 тысячи гектаров, включая пшеницу, ячмень, рапс и культуры на корм. Состояние всходов озимых культур оценили как хорошее. В 2024 году в России началась программа «Курс на бизнес и предпринимательство» для школьников в возрасте от 13 до 17 лет. Участники изучают основы предпринимательской деятельности через интерактивное обучение и проектные игры. Инициатива реализуется Государственным университетом управления при поддержке фонда «Наше будущее» по поручению Министерства экономического развития России. В 2025 году запланировано проведение курса на 4 площадках. Программа начнется в сентябре в Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Орленок». С октября по ноябрь мероприятия будут проводиться во Владивостоке во Всероссийском детском центре «Океан». В ноябре программа переедет в Крым, в Международный детский центр «Артек». Также планируется специальная смена в лагере Эрзи на территории Республики Ингушетия для ребят из исторических территорий и молодых предпринимателей из Ингушетии. В профильных отрядах подростки вместе с наставниками генерируют идеи, определяют свою целевую аудиторию, изучают вопросы лидерства и основы проектного управления, учатся работать в команде и составляют финансовые планы. Число занятых в секторе МСП превысило 31 миллион. В России число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства выросло в 1,5 раза с 2019 года, когда нацпроект по его поддержке запустили. В 2023 году число работающих в этом секторе достигло 31,5 миллиона. Сюда входят ИП и самозанятые. Действие нацпроекта завершается в 2024 году. Когда власти его запускали, они ставили перед собой 3 задачи: увеличить число занятых в секторе до 25 миллионов, повысить долю МСП в ВВП страны до 32,5% и поднять долю экспорта субъектов бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта до 10%. Первая задача выполнена, однако основной рост произошел за счет самозанятых. В 2023 году их число увеличилось до 9 миллионов, следует из доклада. Вместе с тем, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2022 года составил 21%. При этом в докладе Минэко нет информации о том, какую долю МСП занимает в зарубежной торговле. По наиболее свежим данным, с 2019 по 2021 год несырьевой экспорт вырос на треть, до 50 миллиардов долларов. Завершаем выпуск экономических новостей информацией о курсе валют на сегодня.